srpskoga pravoslavlja na Kosovu i Metohiji. Smatrao sam za dužnost da ukažem na to tokom ovog meseca međunarodnim organizacijama u licu predsjednika Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, gospodina Depuča, i u licu generalnog sekretara UNESCO-a, gospodina Macure. I nadalje, Ruska crkva će koristiti sve mogućnosti i prilike da diže svoj glas u zaštitu pravde Božije, u zaštitu naših pravoslavnih braće i sestara kosovsko-metohijskog kraja Srbije, kako onih koji su tamo, tako i onih prognanih, u zaštitu svih žrtava nasilja i u zaštitu grubo narušene pravičnosti. Prigrljujemo vašu svetost sa željama snaženja telesnih snaga, da prebivate u duhovnoj radosti u Gospodu i da vam sam Gospod podari njegovu neiscrpnu pomoć. Sa bratskom ljubavlju u Hristu, Kiril, patrijarh Moskovski i sve Rusije, dano u prestolnom gradu Moskvi 24. marta 2009. godine. Posebno nam je drago što večeras u ime Kraljevskog doma Karađorđevića svoje srdačne pozdrave ovom skupu upućuje njegovo kraljevsko visočanstvo, princ, prestolonaslednik Aleksandar II. Čast nam je što je večeras sa nama svima dobro poznati prijatelj srpskog naroda, gospodin Konstantin Kosačov, predsjednik Spoljno-političkog odbora Ruske dume. Hvala vam. Дорогие друзья, дорогие приятели, я приехал в Белград сегодня вечером специально для того, чтобы принять участие в нашей встрече. Я приехал сюда по поручению руководства российского парламента, по поручению руководства партии «Единая Россия», по приглашению руководства Демократической партии Сербии. Я приехал для того, чтобы сказать вам, мы вместе. И сегодняшний день памяти – это, конечно же, ваш день памяти, но это и наш общий день памяти. И поверьте, сегодняшняя дата является событием номер один сегодня в России, так как она является событием номер один здесь, в Сербии. Здесь уже звучали имена тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, тех, кто погиб в результате варварских бомбардировок Сербии, Косово и Метохии 10 лет назад. Мы все помним тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, и каждый из нас по-своему помнит тот страшный день 24 марта 1999 года. И я тоже помню этот день абсолютно отчетливо, потому что я, находясь в этот день вдали от Сербии, тоже был вместе с вами, потому что в этот день я имел честь находиться вместе с председателем правительства России Евгением Примаковым во время знаменитого разворота над Атлантикой. И я очень хорошо помню, сколь естественным для нас было то решение, потому что мы ощущали эту трагедию, эту боль
как нашу трагедию, как нашу боль. Мы чувствовали, что бомбят всех нас. Те, кто бросали тогда бомбы на сербскую землю, думали, что они бомбят Сербию, что они бомбят Косово и Метохию. На самом деле они бомбили Организацию Объединенных Наций, они бомбили Хельсинский заключительный акт, они бомбили международное право. Только что здесь прозвучали слова святейшего патриарха Кирилла, и я в этой связи хотел бы вспомнить такие же слова, которые светлой памяти патриарх Московский и всея Руси Алексий II произнес на следующий день после начала бомбардировок 25 марта 1999 года. Тогда он сказал, что жестокость повреждает не только жертву, но и агрессора. И 10 лет показали, что именно это и произошло. В минувшую пятницу, в последний раз, когда собиралась Государственная Дума, мы почти целый день обсуждали эту трагедию и эту десятилетнюю историю. Мы приняли заявление, за которое единогласно проголосовали практически все депутаты Государственной Думы. В этом заявлении мы сказали о том, что мы не меняем ни на грамм, ни на сантиметр те оценки этой агрессии, которые мы дали 10 лет назад. И это заявление заканчивается словами, что мы, депутаты Государственной Думы России, считаем Косово и Метохию неотъемлемой частью Сербии. Косово есть Сербия. Живе Сербия! Хвала вам! Спасибо. Imamo posebnu čast i zadovoljstvo što je danas u Srbiju došao veliki prijatelj Srbije i srpskog naroda, veliki ruski reditelj Nikita Mihalkov. Спасибо. Ваше Высокопреосвященство, достопочтенные святые отцы, дамы и господа, братья и сестры. Я прилетел сюда на 2 часа. Потому что я не мог сюда не прилететь. Я прилетел сюда, чтобы сказать вам 3 фразы 3 очень умных людей. Первая фраза. Жестокая правда без любви есть ложь. Вторая. Счастье, когда ты смел и прав. И третья фраза. Свобода – это абсолютное доверие Богу. У вас есть любовь?